строительстве этого нефтеперерабатывающего завода в казахстанском городе Атырау принимали участие крымские татары. Завод работает поныне. Крымские татары в рядах трудармии прибыли в Атырау 2 эшелонами за 3 дня до начала депортации народа из Крыма в 1944 году. Тогда здесь оказалось около 2000 крымских татар. Позднее мужчины перевезли в Атырау свои семьи из Урала и Узбекистана, куда были высланы крымские татары. Аманда бабама 700 грамм отмек береділер, ай сайын. Біздер ждивенинскерлік, біздің аннан келген катымыздың отмектің каты жоқ еді. Бізге бермеділер. И бабам 700 грамм отмекнен яшадық. В то время балық бек көп еді. Балық бек ұжыз еді. Мынадай судақлар рубль еді, білмеймін насы ақшы еді. Бабам айтеді, отмекін тек аран қапыңыз, балықын көп ашаңыз. Балық бек яқшы еді. Мында халық балық ашап яшадық. Первое время депортированные жили в землянках. Заводың янда, паровоз жолының янда. Половина ерде, половина төпейді, төпечігі мына бөледі. Потом қар жауы, төпесімен слай едім, бияз шықайды. Оле слай шықайдық. Яқайдық, көмір ағат жоқ, мазут. О мазутты қап-қара болып янам, мына бұрның тепшілері, мешкілері қап-қара болып шығасын. По сравнению с другими местами ссылки, в Атырау крымские татары не голодали. Они сразу начали работать и быстро приспособились к местным условиям. В то время татары дачи сажали, огороды давали. Вот завод давал огороды, все свободное время там. Bir yerden biri barıp getirgen, bir biber getirdi, onu saçıp urluklarını dağıtaydılar. Pomidorunu sayıp verediler, urlukları dağıtaydılar. Kukурuz, картоп, хабах. Здесь, в Атырау, дети крымских татар пошли в школу. Найти работу было тоже несложно. Большинство крымских татар работали на том же нефтеперерабатывающем заводе. Сам я работал на заводе. С армии пришел, вот на завод устроился. Там 10 лет. Потом с завода ушел, в нефтепроводе работал. Потом снова на завод пришел. 11 yaşında 1. классқа бардым. Молотова школа, сейчас она Крупская, на первом участке. Там я 7 классов в конце мая кончила, а 16 июня я уже работала в швейном цехе около горпарка. Мне мама купила машину швейную, здесь не было, по почте выписала. И я в швейной проработала 36 лет. Жили в Атырауской области и крымские татары, депортированные непосредственно в Казахстан. Нариман Умеров из рассказов деда знает, что его семью выслали из Бахчисарайского района. Он рассказал, что рано утром в 5 утра к ним пришли солдаты, начали стучать. Они спали, что мой прадед, всех их разбудили, сказали, что вас выселяют. Один солдат подошел и бабушке, прабабушке говорит, вас увозят в Казахстан, там холодно сейчас. И возьми какую-нибудь, одежду там. И вот моя прабабушка взяла ковер. И вот этот ковер, как дед говорит, их и спас в вагоне. После снятия комендантского режима в 1956 году многие крымские татары переехали в Узбекистан, а в 90-е годы большинство вернулись на родину. Сейчас в Атырау проживают около 20 крымско-татарских семей.